итоги недели на телеканале БСТ. Студия Альфия Аминева. Добрый вечер. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Новые специальности на передовой. Бойцы башкирского полка реанимируют военную технику в зоне СВО. А ведь многие на гражданке даже не были знакомы с автоделом. Условия погоды, тут же не по асфальту ездим. Тут залез, тут ветка попала, тут дрон прилетел, осколок где-то перебивает, бывает все это приходится восстанавливать. Туризм выходит на новый уровень. Кто хочет, может покататься на лошадях, зимой на снегоходах. То есть спрос есть, получается? Да, спрос очень большой. У подножия Шихана-Таратау начал работать новый этнокомплекс. А возле мавзолея Турахана готовится к открытию визит-центр. Расскажем детали новых объектов и почему в республику так стремятся попасть отдыхающие на круизных теплоходах. Мы специально выбрали этот тур для того, чтобы посмотреть Уфу и проплыть по реке Белая. Дорожный разнос. Значит, смотрите, Дочка, я вам объявляю вам выговор, так? В следующий раз еще будет, значит, будете искать другую работу. Понятно? Ради Кабиров на неделе раскритиковал чиновников за неграмотно выстроенную работу по ремонту дорог. Как решился вопрос сразу после. Хотел бы от лица нашей организации привести извинения за затруднения в движении, небольшие, вызванные нашей работой. Неделя выдалась короткой, всего 2 рабочих дня. Люди отмечали первомайские праздники. Впрочем, по завершении не обошлось, что называется, без ложки дегтя. Те, кто возвращался в Уфу по дороге Р-240, застряли в многокилометровых пробках из-за ремонта. Как оказалось, виной всему нарушение в сроках проводимых работ, допущенных подрядчиком. Ради Кабиров на неделе резко раскритиковал ответственных за ситуацию чиновников, поручив наказать виновных. Итог работы будут проводить с учетом утвержденного графика. Подробности этого и другого проблемного вопроса в репортаже Руслана Батыргареева. Значит, смотрите, Дочка, я вам объявляю вам выговор, так? В следующий раз еще будет, значит, будете искать другую работу. Понятно? Эта критика в адрес регионального Минтранса. Жесткое замечание от Радия Хабирова получила и глава администрации Уфимского района. Поводом стала многокилометровая пробка, которая образовалась 1 мая на въезде в Уфу со стороны Стерлитамака. Основная причина – дорожные работы. Возвращавшимся после долгих выходных горожанам пришлось не 1 час простоять в пробке. Я узнал об этой пробке случайно. А если бы я не узнал? Потому что я когда узнал об этой пробке, я начал орать, рычать и так далее. И пробка более-менее. Если бы я не вмешался, пробка была бы до 23 ночи была бы. И она бы там до Стерлитамака дотянулась, я думаю. Глава Башкортостана указал на несогласованность работы между Минтрансом региона, руководством Уфимского района и Центром управления республикой. По плану подрядчик должен был остановить работы 1 мая до полудня. После этой ситуации на трансчасе приняли решение. Подрядная организация будет работать строго по времени с учетом часа пик. Работы на данный момент запланированы в часовых интервалах с учетом интенсивности движения транспортного потока. Что за интервалы? Дневной промежуток времени с 11 часов до 17:00 и в ночное время у нас порядка от 8 либо 10 часов вечера до 7 часов утра. Асфальтирование 10-километрового участка трассы Р-240 будет проводиться примерно до 20 мая. После того, как дорожники приведут в порядок одну сторону проезжей части, ведущей в город, они приступят к ремонту противоположной стороны. Выполняем работы по устройству тонких слоев износа верхнего слоя покрытия асфальтобетона. Но, к сожалению, в нашу работу вмешивается небесная канцелярия. Вынуждены при неблагоприятных погодных условиях останавливаться. Все это вызывает задержки. Постараемся это все наверстать и выполнить задачу в срок. Произошедший дорожный коллапс показал необходимость более тесного взаимодействия всех заинтересованных лиц. Этот вопрос в воскресенье обсудили на совещании в ситуационном центре. Сейчас специалисты в режиме реального времени мониторят обстановку на дорогах. Для эффективной работы там намерены наладить более тесные контакты с подрядными организациями, занимающимися ремонтом различных участков.
Пока мы в ручном режиме, так скажем, регулируем и смотрим, анализируем этот въезд в город, но в ближайшем обозримом будущем мы разрабатываем, уже есть комплекс мер. Один из мер — это у нас межведомственное соглашение. К этой работе мы будем привлекать всех лиц, все учреждения, которые должны принимать в этом участие. Доложили главе республики на трансчасти о ситуации с разрушенной большегрузами дорогой в Салаватском районе. Тему карьера в Мурсалимкино руководитель региона поднимал еще 26 апреля на оперативном совещании. Ради Хабиров попросил разобраться в сложившейся ситуации. Деятельность недропользователя нанесла ущерб местным дорогам, по предварительным данным, на сумму более 1 миллиарда рублей. УДХ, а вы можете оценить ущерб и с исковым заявлением выйти в отношении этих? У вас есть такие полномочия? Оценить ущерб сможем. А выйти с исковым заявлением о восстановлении? Проработаем, Ради Фарисович. Так, проработайте тогда вот этот вопрос, потому что выходите на них с тем, чтобы они восстанавливали, возмещали ущерб. Тогда договариваемся, Тимур Афисович, Владимир Александрович, договариваемся, что в понедельник, 13-го, начнет работать весовой контроль в круглосуточном режиме. Я думаю, что когда начнет, полагаю, что к тому времени они выйдут на переговоры. По договоренности с Минтрансом республики компания «Шахтинский карьер», которая ведет добычу щебня в Мурсалимкино, уже выделила Башкиравтодору 1000 тонн инертного материала для приведения в порядок самых сложных участков проезжей части. В дальнейшем недропользователь планирует заключить соглашение по ежегодному выделению средств на восстановление разбитых дорог. Руслан Батрагареев, Артур Шамсуддинов, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. А вот восстановлением разбитой техники в зоне спецоперации занимается ремонтная рота мотострелкового полка «Башкортостан». В полевых условиях они возвращают к жизни машины любой сложности. При этом многие из бойцов на гражданке не были знакомы автоделом. В расположении ремонтной роты побывали и наши корреспонденты. Бойцы ремонтной роты мотострелкового полка «Башкортостан» на праздники готовят мангалы, но не обычные, а противодронные. Именно так называются самодельные решетчатые экраны для защиты бронемашины. Теперь же их устанавливают на всю технику. Мангалы – самые частые заказы сослуживцев, говорит боец с позывным «ГАЗ». Ведь они обеспечивают последнюю защиту, прикрывающую головы наших ребят, в прямом смысле слова. Противодроны от снарядов, не доходя до кабины, они взрываются уже издалека. Но и, как известно, техника остается целым, невредимым. Но самое главное, люди остаются. Да, и люди живы остаются, военнослужащие. Противник компенсирует снарядный голод FPV-дронами, говорят военнослужащие. Беспилотники ВСУ пытаются атаковать не только тяжелую бронетехнику, но и легковые автомобили и живую силу. Иногда прилетает, птички, дроны прилетают, что приходится ремонтироваться. Вот здесь, пожалуйста, показать. Вот остаток, прилет был. Ну, это ерунда. Это так. Вообще даже не считается, что это что-то. Кузовной ремонт – это, наверное, последнее, что волнует наших бойцов. Гораздо важнее надежность ходовки, системы управления и автоэлектрики. Самая, наверное, практичная машина здесь – это «Урал». Он более легкий. И по бездорожью он лучше проходит, проскакивает. Самая такая, более-менее она. Ну, они надежные, это, в принципе, сильные, нормальные машины. Более приспособленная, да. У нас вот есть китайские, которые, такие легкие, типа джипа, типа багги. Слабоватые все равно по сравнению с нашей техникой. Но и нашу технику приходится дорабатывать, модернизировать, максимально защищать уязвимую часть автомашины. Обычно бывает под капотом или снизу что-то прилетает, пучок оторвет, машина выходит из строя. Ее притаскивают на галстуке, естественно, мне приходится это уже все восстанавливать. Что-то частично меняется, что-то восстанавливается, что-то реставрируется. А уже второй раз, наверное, вот этот пучок проводов уже прячете, да? Чтобы снизу не попадало. Да. По максимальному защищаем. Условия погоды, тут же не по асфальту ездим. Тут залез, там залез, тут ветка попала, тут дрон прилетел, осколок где-то перебивает, бывает все это, приходится восстанавливать.
На колеса здесь могут поставить любую технику. Работа не останавливается ни на минуту, ведь боевую машину уже ждут на передовой, поэтому и блиндажи строят неподалеку от постов ремонта. Не везде есть смотровые ямы, но вот ямы для укрытия, или, как их называют бойцы, лисьи норы, есть везде и у всех. Айнур Гибадуллин, Айнур Кабиров, Булат Садриев и Иван Шабрин. Новости ЛНР. Одной из ключевых на неделе была и тема туризма. У подножия Шихана Таратау начал работу туристический этнокомплекс, а в Чишминском районе у гробницы Турахана готовится к открытию визит-центр. Объекты осмотрел Ради Хабиров, поставив задачи по дальнейшему развитию туристических точек притяжения. О новых жемчужинах на карте республики расскажет Азат Садриев. Башкирское гостеприимство с национальным колоритом. Первое, что ощущают на себе посетители геопарка Таратау. А окунуться в быт и историю древних башкир теперь можно в этнокомплексе, который расположился у подножия Шихана. Продажи идут. Уже келіп отвала вошла. Серьезно? Да. Сегодня только начали работать уже. Сегодня первый день. Первыми посетителями этнокомплекса стали участники проекта «Башкирское долголетие». Немало среди гостей было и обычных туристов. Среди них юная уфимка Айсель Гореева. Вместе с семьей она любит путешествовать по Башкортостану. Поездка на Таратау стала для нее дебютной. Сегодня первый раз приехала. Мне понравилась гора, она очень красивая и высокая. А раньше что-нибудь слышала про Таратау? Да. Что слышала, что тебе рассказывал, кто рассказывал? Я искала в интернете. Этнокомплекс возле визит-центра геопарка Таратау состоит из 6 башкирских юрт. Самая большая отдана под кафе. В остальных можно приобрести сувениры, арендовать места для ночлега или провести лекции и мастер-классы. О планах по развитию туризма предприниматели рассказали главе Башкортостана. Газиз Сераев из Бишбуляка получил грант в рамках нацпроекта на создание водного туристического маршрута. Закупил лодки, байдарки, спасательные жилеты и палатки. На первый сплав свободных мест уже не осталось. Желающие уже есть. Вот на 1 мая единственная погода немножко подвела. Мы перенесли пока. Сарафанное радио работает. Желающие есть. Друзья уже рвутся. Давай быстрее на сплав. У нас река Дема. Она полноводная. Еще одна юрта этнокомплекса будет использоваться как историко-культурный центр для ознакомления гостей с вековыми обычаями и традициями башкирского народа. Подножье горы Таратау не только туристическое, но и историческое место. Здесь в древности проживали кочевые племена. И именно здесь формировалось башкирское войско, которое принимало участие во французском походе в 1812 году. Наши конники дошли до Парижа за смелость и отвагу. Позже их прозвали «северными амурами». Создаваемая инфраструктура привлекает на Таратау все больше туристов. Их количество выросло и после открытия лестницы на вершину горы. За прошедший год визит-центр посетило 115 тысяч человек. Проведено 140 экскурсий. Кто хочет, может покататься на лошадях, зимой на снегоходах. То есть спрос есть, получается? Да, спрос очень большой. Мы просто обслуживаем тот поток туристов, который здесь уже появился. По итогам визита в этнокомплекс Ради Хабиров отметил, что на этом развитие геопарка Таратау не остановится. Здесь же как бы мы планомерно развиваемся. Вот это последовательная работа, появятся и другие объекты. Мы тут думаем. В конце концов, в филиале нашего геологического музея надо подумать, как его сделать. Потому что у нас очень много интересных объектов, которые находятся в запасниках, надо выставлять людям. А в Чишминском районе совсем скоро туристы смогут попасть в прошлое. 6 июля состоится открытие визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Это самый первый объект создаваемого историко-культурного комплекса, который должен стать центром притяжения для гостей со всего мира. Здесь будет современный визит-центр с кафе, с конференц-залом небольшим, с хорошей автостоянкой. Также здесь предусмотрена небольшая историческая экспозиция, которая объясняет суть этого места, его историческое прошлое, ну и все, что интересует наших посетителей. Здание визит-центра общей площадью 600 квадратных метров построено, остаются отделочные работы.
Продолжается обустройство прилегающей территории. Уже оборудовали пешеходную тропу, которая соединит визит-центр с главной исторической достопримечательностью этой местности – мавзолеем Турахана. Объект, датируемый золото-ордынским периодом, по сути и стал основополагающим фактором при выборе места строительства музейного комплекса. Это будет не только туристический, но и просветительский, общественный, научный центр, отметил Ради Хабиров. Позже здесь должны появиться спа-отель «Кочевник», этнодеревня, центр башкирской лошади и другие объекты. Безусловно, мы делаем это в том числе для того, чтобы открыть это место для туристов. Я уже много раз говорил, к туризму мы относимся в том числе как все-таки к важной составляющей экономической, чтобы люди зарабатывали, чтобы экономика подвигалась. Вот, мы 6 июля откроем уже визит-центр. Визит-центр, видите, он сам как большой музей, 600 квадратных метров. Там будет определенная экспозиция, там будет размещен Коран Османа. И, значит, там же будет еще православная реликвия, которую мы объявим вот на Китабайраме, пока в секрете держу. Этим летом свои двери для туристов распахнет еще один новый объект – историко-культурный парк Салават-Ере, который разместится в Салаватском районе. Территория, как ожидается, поможет вдохнуть жизнь в муниципалитет, сделав его точкой притяжения. То, что инвестиции в развитие туризма окупают себя, можно увидеть и на примере музейного комплекса «Шульганташ» в Бурзянском районе. В прошлом году Башкортостан выбрали местом отдыха более 2 миллионов жителей России. Не только гости из других регионов и стран открывают для себя республику, но и у жителей региона появляется возможность взглянуть на родной край с другой стороны. Азат Садреев, Руслан Батыргареев, Равиль Рахимзянов, Виктор Демидов. Итоги недели. В ходе рабочей поездки по Чишминскому району Ради Хабиров также ознакомился с деятельностью ряда предприятий. В главе региона показали, как заготавливают дрова, чтобы обеспечить семьи участников СВО. Он также осмотрел, как благоустраиваются общественные пространства, в том числе и башкирские дворики. На одном из них руководитель региона пообщался с местными жителями, которые высказались и по поводу выдвижения кандидатуры Ради Хабирова на предстоящих выборах. Я вас попрошу, если вы мне доверите, то я еще поработаю с вами 5 лет. Вот. Мы за вас проголосуем обязательно. Общение с жителями прошло и в ходе рабочей поездки по Ишимбайскому району. Во время посещения сквера молодежи горожане попросили благоустроить общественную территорию, в том числе детскую площадку. Глава республики поручил администрации района разработать новый интересный проект. Ради Хабиров также посетил башкирский кадетский корпус. Он отметил хорошую материальную базу учебного заведения и профессиональный трудовой коллектив, который качественно подготавливает курсантов, помогая воспитывать патриотизм. Замечательные ребята, кадеты наши, замечательный педагогический персонал. Значит, вообще, само за себя говорит, что это лучшая кадетская школа в Приволжском округе. И ребята, вот это будущее нашей страны, это будущее нашей армии. Они почти все, каждый там 90% поступает в военное училище. В Башкортостане за последние 2 года в развитие туристической инфраструктуры было вложено почти 1,5 миллиарда рублей. Основная часть из федерального бюджета. Об этом на неделе сообщил Ради Хабиров. Кроме того, инвесторы в отрасль вложили более 2 миллиардов рублей собственных средств. Появились новые туристические маршруты в Баймакском, Белорецком, Бешбулякском, Ишимбайском, Учелинском районах. Открываются новые места отдыха. В частности, в Архангельском районе за последние годы добавилось несколько новых баз отдыха, где туристы могут в том числе прочувствовать национальный колорит. Подробности у Анастасии Ильчебаевой. Мясо, картошка, лук и частичка башкирского фольклора. Еще один ингредиент – зурбелеша. Так и готовка идет быстрее, и блюда, уверяют солистки местного ансамбля Гульназира, выходят вкуснее. В Архангельском районе, говорят артистки, все составляющие хорошего отдыха. Вкусная еда и потрясающие виды. Вторая Швейцария здесь. Говорят, да. Говорят. Да, у нас летом, вот, приезжайте, летом в июне, мае, все есть. Летом черемуха и воздух свежий. Медведи и волки. И волки есть, медведи есть. Все есть. Дружно живем, да. Медведи коровами ходят вместе. Коровами ходят. Да, вместе ходят. Охраняет коровы. В красотах природы, говорят местные, даже звери находят умиротворение, что уж человек. Какой колорит тут, посмотрите даже, да, это прекрасная гора, да, красивая гора, это зелень, трава. И на фоне вот этой прекрасной горы
дикое стадо лошадей. Эйфория всегда, каждый раз. Руслан 6 лет назад искал землю под дачу, уехал совершенно в другое место. Заблудился, вышел к этой поляне. Тогда здесь не было благоустроенного пруда. Вокруг заросли и болотистая местность. Дачу так и не построил, зато открыл место отдыха – экопарк Аскын. Национальные юрты скоро примут первых туристов. Можно получить размещение. Соответственно, у нас здесь прекрасный формат СПА-процедур. Освоили вот производство банных чинов, это нашего производства. Юрты и каркасы тоже нашего производства. Сюда приезжаешь, наслаждаешься, во-первых, зрительно, да, всей красотой. Это место для посещения туристов, также и он как просветительское, и как и учебное. Учебное, почему мы хотели сделать на базе нашего форелевого хозяйства обучение студентов полному циклу выращивания форели. Местность идеально подошла и для разведения рыбы. Сделали пруды копани, искусственные водоемы, создали условия и запустили мальков янтарной и радужной форели. Хозяйство рассчитано на 10 тысяч тонн рыбы. Воды горной реки подошли для разведения. Рыбы пережили первую зимовку, но трудностей хватает. От затеи Руслана отговаривали еще в самом начале. Папа. Больно сложная затея. Бизнес, но тем не менее он мне приносит удовольствие нормально. Ни одного дня не пожалел. Сейчас сортируем рыбу, так скажем, самцов на продажу, а самочек мы будем ждать осени икры. Сложное дело, потому что и рыба гибнет, и малек гибнет, и корма дорожают, и прочие дела, поэтому и первичные капиталовложения очень большие, да, поэтому это достаточно рискованный бизнес, поэтому, наверное, на одном энтузиазме пока сейчас. Но я думаю, что будет все нормально. Если форель сюда завезли целенаправленно, то появление еще одной рыбы стало приятным сюрпризом. Раньше этой заводи не было. Но с ее созданием эти места облюбовал Хариус. Для рыбы здесь идеальные условия для нереста. В конце мая, в начале июня здесь можно увидеть полчища мальков. Вода пришлась по вкусу не только рыбам, но и людям. Рядом находится источник. Руслан организовал и разлив питьевой воды. Меняется и самое известное туристам место в Архангельском районе водопад Абзаново. Количество баз отдыха растет, но отдыхающих столько, признается предприниматель Рафаэль Гизатуллин, что конкуренции нет, клиентов хватает всем. Для круглогодичного проживания баня, сибирский чан, также палаточный городок, это кемпинг, беседки и люди, которые могут приехать своими палатками или арендовать, получается, палатки у нас. 3 года назад Рафаэль решил уйти с работы и открыть свое дело, но такое, чтобы радовало душу. Теперь все свои рабочие будни, которые включают в себя и выходные, проводят на природе. С каждым годом приезжает больше, и в том году, если сравнить, уже приехали и с Татарстана были, с Перми были, уже близлежащие. В каждой беседке есть все необходимое, свет, электричество. Также можем предложить сплавы по реке Инзер. Можно прокатиться и на аэролодке. Зимой же собирается добавить катание на собачьих упряжках. В планах увеличить количество домиков и беседок. Землю для бизнеса выбирал, признается Рафаэль, в том числе и исходя из инфраструктуры. Приходится общаться с каждым предпринимателем, знать его проблемы, знать его, как он работает, как он живет, чем дышит. Нам приходят предприниматели в сфере развития туризма, либо в другой сфере. Мы рассматриваем на предпринимательских часах. Те, кто занимается сферой туризма, мы ежегодно собираем предпринимателей, обсуждаем те вопросы, проблемы, которые за сезон у них накопились, и стараемся вместе решить. Сезон еще только начинается. Туристов по всей республике ждут новые места отдыха. Но в первую очередь путешественники едут за невероятными видами. А этого в Башкортостане хватает, независимо от выбранного направления. Анастасия Ильчебаева, Шамиль Каримов. Итоги недели. А вот события, которые без преувеличения можно увидеть в Башкортостане только раз в году – заход туристических теплоходов. 4-палубные круизные лайнеры могут причаливать к башкирской столице только по весне, когда реки полноводны и не пошли на спад. И в этом плане Башкортостан для туристов – настоящий эксклюзив, говорят члены экипажей. Только за прошлый год по волнам Белой Уфу посетили около 4000 человек. Столь высокий наплыв отмечают в последние 5 лет. С чем это связано и о планах по развитию речного транспорта расскажет Артур Шамсудинов. Вот что значит с корабля на бал. Едва туристы сошли с теплохода, как тут же пускаются в пляс. Знакомство с башкирской культурой для гостей организовали прямо на причале. Я из Москвы. Мы в Уфе в первый раз. Я и моя подруга. Мы специально выбрали этот тур для того, чтобы посмотреть Уфу и проплыть по реке Белая. Красоты Башкирии и река прекрасная.
прекрасное, все так у вас ухожено. Ну, мы как бы видели с теплохода, но тем не менее. Впрочем, и те, кто уже был в Башкортостане, все равно открыли для себя много нового. Все-таки с палубы теплохода и республика выглядит совсем иначе. 100 раз были в Башкирии. Лет 30 уже к вам несколько раз в год приезжаем в Башкортостан. На лыжах кататься, на сплавы, просто туризм по горным этим, да, тропам всяким. Ну, часто приезжали. А вот так захотелось именно реки ваши посмотреть. Агидель. Всегда проезжали раньше через город, а последние годы по объездной. Вот я очень хочу посмотреть Уфу как исторический город. Вот моя мечта сегодня должна осуществиться. Теплоход Виссарион-Белинский – самый крупный четырехпалубник, посещающий Уфимскую гавань в этом сезоне. Чуть меньше – Александр Пушкин. Остальные суда с 3 палубами. Николай Некрасов, Александр Бенуа и Михаил Кутузов. У туристов насыщенная программа. Только существует 1 или максимум 2 рейса сюда, потому что по высокой воде. И вот мы в прошлом году специально купили, чтобы посмотреть город. Уфу никогда не были. То есть как бы целенаправленно ехали прямо сюда. Как говорят члены экипажа водных судов, путь к Уфе непростой. Для сравнения, если у Волги ширина судового хода 150 метров, на Белой в 2,5 раза меньше. Река извилистая и с крутыми поворотами. Чтобы теплоходы преодолели этот участок без происшествий, в навигации помогают местные капитаны, знающие все нюансы. Столь большой наплыв круизного транспорта на Белой можно увидеть только раз в год. Уфа – это на самом деле такой эксклюзив, куда можешь попасть только по весне, когда река полноводна, и 1 раз в год. То есть мы по весне можем прийти 1-2 корабля, может 3, только 1 раз. Активное включение Уфы в круизную карту началось после постройки причала на новой Уфимской набережной. С тех пор каждый год башкирскую столицу посещают новые теплоходы. В прошлый сезон было 20 туристических судов, включая пассажирский круизный лайнер «Мустай-Карим». Через Уфу сделать маршруты постоянными на всем протяжении навигации невозможно из-за недостаточной глубины рек. Но углублением мы занимаемся ежегодно. Увеличить этот маршрут вряд ли удастся, потому что в единую глубоководную систему река Белая входит только до устья реки Уфы. Выше река уже имеет другую категорию. Глубина всего лишь 120-140 сантиметров. И, естественно, такие большие теплоходы, даже и меньшие теплоходы туда уже не пройдут. А вот до Уфы при проектных уровнях, в случае обеспечения проектных уровней, 2-метровых, то пассажирские теплоходы, чуть меньше, чем те, которые стоят сейчас на причале, они могут проходить в течение всей навигации. Вот надо обеспечить эту гарантированную 2-метровую глубину. У каждого лайнера свой график. Теплоходы заходят в Уфу на несколько часов или даже 2 дня, после чего следуют дальше по маршруту. Культурную программу для них готовят не только на берегу, но и в городе, проводя экскурсии по музеям, паркам, ресторанам с местной кухней. А также экскурсии с посещением пасеки, ипподрома Акбузат, оранжереи. То есть мы с разных сторон все знаковые точки города стараемся показать. В общей сложности только с этих 4 теплоходов в Башкортостан прибыли сотни туристов из разных регионов России. И для них республика стала настоящим открытием. Конечно, плавая по реке, можно увидеть далеко не все красоты, и многие из них пообещали вернуться сюда снова, чтобы узнать наш регион еще ближе. Артур Шамсудинов, Роберт Давлетбердин и Ильшат Казакулов. Итоги недели. Уфа. Ради Хабиров поздравил жителей республики со светлым Христовым воскресеньем. Руководитель региона отметил, что Башкортостан – хороший пример того, как представители разных народов, исповедующие разные религии, могут жить в мире и согласии на одной земле. Эту ночь православные во всем мире провели в церквях и храмах. Для верующих Светлая Пасха – один из главных религиозных праздников. Завершился и строгий пост. Всю ночь прихожане несли яйца и куличи для освящения. Динара Таймасханова расскажет, как отмечали торжество верующие. Звон колоколов, зажженные свечи и священные песнопения верующих. Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. Шествие верующих навстречу чудесному воскрешению Иисуса. С него и начинается пасхальное богослужение. Несмотря на то, что время ближе к полуночи, тысячи прихожан не собираются спать. Праздничная служба длится несколько часов. Православные пришли семьями, чтобы помолиться и вместе встретить воскресение Христа. Ощущение, вдохновение на то, что будет все хорошо, что благодатный огонь сегодня сошел, значит, будет мир, будет жизнь.
и конца света нам пока не видать. Мы весь пост соблюдали, да, мы ходили в этот храм регулярно, мы исповедовались здесь, причащались. Батюшки очень хорошие. Это дает силы бороться вот с какими-то проблемами, потому что у каждого человека есть, к сожалению, какие-то трудности, а это огромную силу дает. Пасхе предшествует 7-недельный Великий пост. От мяса, рыбы, молока и яиц постящимся пришлось отказаться. Самые строгие первые и последние недели, Страстная Седмица. Поэтому после разговления праздничный стол накрывают щедро. Куличи и яйца освящали во дворе собора. Только после этого можно принимать непостную пищу. С семьей приходим, освящаем куличи в церкви, а потом у нас вечером чаепитие, домашнее уютное чаепитие. Праздник светлый, радостный, праздник весны, праздник прихода чего-то нового, изменений к лучшему. Собираются все близкие и празднуют его. Утром они, так скажем, бьются яйцами и говорят «Христос воскрес». Все говорят «Воистину воскрес». По преданию, камень, которым закрыли гробницу Иисуса, по форме напоминал яйцо, символ новой жизни. Кулич – символ тела Господнего. У пасхального хлеба тоже есть своя история. Ученики Христа, им являлся Господь на протяжении 40 дней, и они в знак присутствия Господа и их учителя на столе всегда ставили освященный хлеб. И вот как раз кулич это напоминает нам о артесе, который освящается во время пасхальной службы и потом верующим людям раздается. То есть это как домашний артес и воспоминание присутствия Иисуса Христа и этого светлого события Пасхи. Пекари с каждым годом подходят с фантазией при выпечке главного символа праздника. Иглинские, к примеру, помимо пасхального хлеба, приготовленного по традиционной рецептуре, сделали еще и творожный продукт. Впервые добавили в линейку хлебов итальянскую ноту – панеттоне с цедрой апельсина и вяленым виноградом. Капризный, но изысканный кулич. Он готовится примерно 12 часов. У него ночная закваска, и в конце приготовления мы начиняем его карамельной начинкой. Отличается тем, что он очень трепетный, к нему особый подход. Текстура теста абсолютно другая, она как пух. На полках магазинов большой выбор куличей. Отличаются они и по весу, и по оформлению. Многие предпочитают выпекать самостоятельно. Учатся годами работать с нежным тестом. Научилась делать глазурь. Наконец-то долго, много лет она мне никак не удавалась. Вот видите, результат абсолютно белая, красивая глазурька. Расскажи, как мы вчера красили яички? Вот опаяли таблетку в воду, ложкой вот так яичко, салфеточку вот так делали. И да. Принимала участие у нас Амеля в окраске яиц. Главный религиозный праздник православных олицетворяет вечное торжество жизни, пробуждает добрые мысли и укрепляет веру. Чудеса, которые с нами происходят в жизни, это никакая не случайность, а именно то, что мы получаем достойно по нашим делам, по нашей вере, по нашей жизни. Слава Богу за все. Каждый год в храме гроба Господня в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Это происходит на протяжении 2000 лет. Спецрейсом его отправляют в храмы и церкви по всему миру. Огонь – символ воскрешения Христа. В скромных церквях и величественных соборах пламя благодатного огня будет гореть 40 дней. Считается, что все это время Иисус присутствует среди людей. Схождение благодатного огня – явление загадочное, и это главный символ праздника. Зажженная свеча означает избавление от печалей и дает надежду на новую жизнь. Телеканал БСТ вел прямую трансляцию из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы для православных, которые не имели возможности выйти из дома. Но где бы верующий не встретил праздник, важно помнить, что все сказанное в Пасху будет иметь силу целый год. Динара Таймасханова, Роберт Девлетбердин, Руслан Галямов. Итоги недели. Ближе к людям. В Уфе на неделе прошел 7-й гражданский форум, в котором приняли участие более 1000 представителей некоммерческих организаций из Башкортостана, а также эксперты из других регионов России. Гостей поприветствовал глава республики, который отметил эффективную работу НКО в решении социальных вопросов в регионе.
Башкортостан в числе лидеров среди субъектов страны по количеству таких организаций. Их более 6 тысяч, и они оказывают услуги населению. Пропаганда здорового образа жизни, развитие спорта, сохранение культуры и традиций народов республики. Всех направлений не перечислить. Многие работают на гранты, в том числе главы республики. Ради Хабиров отметил, что размер фонда увеличен, чтобы добрых дел стало еще больше. Вот я могу сказать, и я горжусь этой цифрой, за 5 лет мы через гранты республики выдали гранты вот вам, Институтом гражданского общества, почти на 1 миллиард рублей. Это большая сумма. И мне всегда очень важно было понимать, что эти деньги идут, вот то, что называется, туда, где нужно. Те ниши, которые государство не решает, особенно когда касается помощи людей, которые в этом особенно нуждаются, здесь институты гражданского общества очень эффективно помогают и решают. Поэтому низкий вам поклон, огромный низкий поклон каждому из вас за ваш такой созидательный труд и за ваше доброе сердце. А теперь о других новостях, без которых картина недели была бы неполной, расскажет мой коллега Эмиль Басареев. В Уфе прошла первая генеральная репетиция парада, посвященного 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Она состоялась на проспекте Октября, где 9 мая по традиции пройдет праздничное мероприятие. Кроме пеших коробок в шествии будет участвовать и военная техника. В этом году впервые в колонне пройдут сотрудницы Башкирского управления Федеральной службы исполнения наказаний. А вот акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. Присоединиться к проекту можно, распечатав фото своего ветерана на футболке, прикрепить портрет на одежду или автомобиль, выложив пост в личных интернет-страницах. Помимо этого можно оформить портрет на официальном сайте акции. Кроме того, каждый желающий может оформить окна своих квартир, домов или рабочих кабинетов с помощью фотографий и надписей, посвященных победе в Великой Отечественной войне. В Башкортостане хотят построить предприятие по выпуску технической и чистой фосфорной кислоты. Проект презентовали главе Башкортостана в рамках инвест-часа. Предприниматели планируют развернуть производство, востребованное для изготовления удобрений. На первоначальном этапе в проект намерены инвестировать почти 2 миллиарда рублей. Слово «активное использование удобрений» сейчас идет в хозяйствах республики. На данный момент аграрии всех районов подключились к посевной. 5-я часть яровых уже засеяна. По озимым республика планирует получить порядка 1 миллиона тонн урожая. Сельхозпроизводители ориентируются на потребности как внутреннего рынка Башкортостана, так и на спрос в других регионах. Есть нацеленность и на экспорт. В прошлом году сельхозпродукцию из республики закупили в 44 странах мира. В республике подвели итоги международного диктанта по башкирскому языку. Его написали свыше 408 тысяч человек по всему миру, а количество площадок превысило 3000. Акция проводилась в 10-й раз. Каждый участник диктанта получит электронный сертификат. Семья из Бирска объявила срочный сбор средств на реабилитацию 8-летней дочери. У Карины Хаматнуровой детский церебральный паралич, и она нуждается в постоянном уходе. Помочь могут в Казанском медицинском центре, но каждый курс лечения стоит 300 тысяч рублей. Пока удалось собрать лишь чуть более 50 тысяч. Остальная сумма для матери-одиночки с 2 несовершеннолетними детьми неподъемна. Но помочь может каждый. В Москве прошел финал конкурса красоты «Хэллоукай» «Башкирская краса». Его участницами стали 9 уроженок Башкортостана, которые проживают в столице страны. Конкурсантки продефилировали в национальных костюмах, продемонстрировали эрудицию, вокальное и хореографическое мастерство, а также знание культуры и традиций своего народа. Судьи оценивали и уровень владения родным языком. Гран-при конкурса красоты завоевала уроженка Сибая Альбина Каримова. Таковы были итоги недели. Спасибо за внимание. Увидимся в эфире.